Это рубрика «Спорт» на телеканале «Якутия-24», в студии Полина Долинская. Олимпийские игры в Токио станут знаменательным событием. Соревнования объединят весь мир. Именно такое мнение на пресс-конференции по итогам исполкома Международного олимпийского комитета высказал директор организации по коммуникациям Марк Адамс. На сегодняшний день организаторы целиком сконцентрированы на реализации заключительной фазы подготовки. Как сказал сам Марк Адамс, эти игры позволят объединить мир. Сейчас по всему миру идет множество соревнований. Игры же позволят мир собрать в одном месте, сказал он. Также он подчеркнул, мы планируем провести игры целиком. Для нас это только один путь. Олимпийские игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса. Московский «Локомотив» обыграл самарские «Крылья Советов» в финале Бет-Сити Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счетом 3-1. Так, железнодорожники уверенно завоевали титул. В составе победителей мячи забили Франсуа Камано, Федор Смолов, Мурила. У проигравших отличился Владислав Сарвели. На 44-й минуте игрок самарского клуба Денис Якуба, отметившийся голевой передачей, был вынужден покинуть поле из-за повреждения. В составе московской команды по той же причине не смогли завершить игру Дмитрий Баринов и Ведран Чурлука. Смолова признали лучшим игроком встречи. Лучшим бомбардиром турнира стал Камано. На его счету 4 гола. Матч прошел в Нижнем Новгороде. «Локомотив» стал обладателем трофея в 9-й раз. Московский клуб является рекордсменом по количеству побед в турнире. В гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Эдмонтон в овертайме победил Монреаль. Результат встречи – счет 4-3. В составе победителей шайбы забросили Алекс Чиасон, Райан Ньюджмент-Хопкинс, Леон Драйзенталь и Доминик Кагун. У хозяев отличились Кол Кофилд и Ник Судзуки проявил себя на 10-й 49-й минуте матча. Защитник Эдмонтона Дмитрий Куликов отметился результативной передачей. Россиянин набрал 4 очко в сезоне. Защитник Монреаля Александр Романов провел на площадке 17 минут и 33 секунды и не отметился результативными действиями, заработав тем самым показатель полезности +2. Нападающий Эдмонтона Конор Макдэвис сделал 2 голевые передачи. Всего на его счету теперь 71 результативный пас в сезоне в 55 матчах. Обе команды ранее обеспечили себе выход в плей-офф от Северного дивизиона. В первом раунде Торонто сыграл против Монреаля, Эдмонтон встретился с Виннипегом. В следующем матче регулярного чемпионата Эдмонтон примет Ванкувер 15 мая. Монреаль завершил выступление в регулярном сезоне. Тем временем заключительный этап Евротура чешских хоккейных игр продолжается. Сборная Чехии обыграла команду Финляндии со счетом 2-1. В составе победителей шайбы забросили Либер Шулак и Матей Странски. У проигравших отличился Аксель Риндель. Ранее в среду в первом матче турнира российская команда обыграла сборную Швеции со счетом 6-4. После 3 этапов Евротура сборная России досрочно стала победителем общего зачета, выиграв все 9 матчей. Всего в активе россиян 27 баллов. Второе место в таблице занимает команда Чехии, третьи идут шведы, четвертыми финны. В следующем матче чехи сыграют со шведской сборной, команда России с финнами. Оба матча пройдут в четверг, а сам турнир завершится 15 мая. Двигаемся далее. Россияне Виталия Королева и Илья Молчанов завоевали бронзовые медали в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта. Россияне в сумме за 5 прыжков получили 289,5 балла. Первое место заняли итальянцы Кьяра Пелакани и Матео Сантора. Вторыми стали представители Германии Тина Пунцель и Лу Массенберг. Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая. Сборная России занимает сейчас первое место в медальном зачете турнира. В активе российских спортсменов 4 золотые и 2 бронзовые награды. На втором месте идет команда Италии, на третьем – сборная Украины. Австралийский велогонщик Юэн Калиб стал победителем 5-го этапа престижной шоссейной многодневной гонки
Джиро де Италия. Этап протяженностью 177 километров прошел между городами Модена и Католика. Юэн преодолел дистанцию за 4 часа 7 минут 1 секунду. Вторым финишировал итальянец Джакомо Ницола. Третье место занял его соотечественник Элиа Вивиани. Россиянин Александр Власов финишировал 21-м. В общем зачете на первом месте идет итальянец Алессандро де Марки. 42 секунды ему проигрывает бельгиец Люис Верваке. Третьим идет португалец Нельсон Оливьера. Власов идет на 6-й позиции с отставанием в 1 минуту и 24 секунды. Шестой этап пройдет 13 мая. Его протяженность составит 160 километров. Многодневка состоит из 21 этапа. Часть из них пройдет на территории Швейцарии и Словении. Также гонщики пройдут еще и 7 горных этапов и 4 отрезка протяженностью более 200 километров. Завершится гонка 30 мая в Милане. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте в курсе событий в мире спорта на Якутия 24.